Собравшиеся представители печатных и телевизионных СМИ поинтересовались у руководителя субъекта, как он прокомментирует информацию о том, что Конституционный суд Ингушетии отменил закон об утверждении соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетией. Конституционный суд Ингушетии отменил решение о постановлении границ между Чеченской Республикой и Ингушетией. Скажите, что вы об этом думаете? Далее было также написано, что такое решение обжалованию не подлежит. Решение Конституционного суда не является основанием для чеченской стороны. В чем вот опять же коллизия. Закон соглашения вообще, во-первых, соглашение подписано двумя сторонами. Закон принят и у нас, и в Чеченской Республике. И тема касается границы двух субъектов. От того, что мы отменили или приняли обратное решение, в законе, который уже вступил в силу, прям прописано, что любое изменение границы по обоюдному согласию сторон. И это тоже члены Конституционного суда об этом знали. Они понимали, что это даже оно может иметь какую-то силу, определенность там в нашей республике, я тоже не могу. Но тем не менее они это решение приняли. Поэтому здесь в целом сейчас там есть процедура дальнейших действий. Мы это все изучаем. Но опять же говорю еще раз, граница состоялась, и как бы мы здесь не пытались что-то сделать, она граница будет, по крайней мере, административная по закону уже Чеченской Республики. Она уже и проходит. И по нашим законам сейчас проходит. Но тем не менее, если даже мы отменили бы там закон, он не будет иметь силу уже по отношению к самой границе. То есть мы опять подвисаем в воздухе, сама республика. Без границы Северной Осетии, без границы Чеченской Республики. Вот сюда нас загнал сегодня, или хочет загнать и на сам Конституционный суд республики, и те, кто стоят за митингуемыми страстями. Конституционный суд ранее не принял во внимание мнение арцхоевцев, которые на сходе Тейпа 28 октября выразили единогласное мнение о том, что поддерживают историческое соглашение об установлении границ, а также потребовали объединить два дела в одно производство и заявили, что для объективности необходимо присутствие ученых, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.